Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Мы сегодня собрались с вами провести очередной урок музыкальной литературы, но он будет не совсем обычный. Во-первых, в этом уроке будет участвовать огромное количество разных инструментов. Друзья мои, сегодня мы открываем тему, которая будет называться «Коми-народные инструменты». И исполнители-профессионалы в Республике Коми, которые продвигают культуру Республики Коми, которые поднимают ее на более высокий уровень и которые сохраняют традиции и историю Республики Коми, народа Коми. Поэтому открываем тетради сразу и записываем Коми народные инструменты. А теперь вот такой вопрос. Отложите ручки, пока нам ничего не понадобится писать. И давайте повспоминаем, какие же мы уже музыкальные инструменты знаем, потому что коми-народные инструменты мы же тоже должны как-то систематизировать, классифицировать, как мы с вами раскладывали по группам все остальные инструменты. Сколько всего групп музыкальных инструментов существует? 4. 4. Это где? В оркестре. В оркестре. В каком оркестре? В оркестре В симфоническом оркестре существует 4 группы инструментов. Первая группа самая большая, такая струнные, конечно, струнные инструменты. Вторая группа духовые. не просто духовые, Деревянные. деревянные духовые. Замечательно. Следующая группа медные духовые. И последняя группа самая разнообразная, ударные. Здорово. Теперь быстро пробежимся по инструментам. В первой группе у нас Скрипка, альт, виолончель, контрабас. молодец. А во второй группе у нас деревянных духовых, Сашенька? Флейта. Правильно подсказывает. Гобой, кларнет и фагот, самый низкий инструмент. А медные духовые? Это очень яркая, мощная группа. Женя? Нет, мы начинаем не с тубы. Конечно же, Артем. Нет, и не с тромбона начинаем. Мы всегда с высоких инструментов начинаем. Труба. Валторна, я правильно говорю. Тромбон, умница, и туба. Есть еще группа, которая может быть бесчисленное количество инструментов, потому что каждый композитор может придумать какие-то свои инструменты ударные. Ударным инструментом может стать все, что угодно. Давайте вспомним основное. Самый главный, самый первый инструмент. Лето. Малый барабан, большой барабан, кастанеты, тарелки, маримба, колокольчики, ксилофон, гонг, оркестровые колокола. Уже сказали оркестровые колокольчики. Говорили уже. Треугольник. Вибрафон, конечно. Итак, мы продолжаем с вами разговор о народных инструментах. Что же это такое народные инструменты? Как вы думаете, когда их изготавливают? Для чего вообще? Как ты считаешь? Мне кажется, их изготавливали, чтобы успокоить, может, когда-то детей. Может быть. Да, Марина? Я думаю, что можно из них могут создать музыку, например. Ну, из них, конечно, создают музыку. Это же музыкальные инструменты, Женя. Веселить народ. Веселить народ, конечно. Есть моменты, праздники, когда хочется, да, Под Ксюша? них танцуют. Под них танцуют. Пугают зверей. Может быть, даже в какой-то момент. Но это не совсем тогда инструмент, да, а какое-то что-то такое прикладное. Чтобы, ну, как трещотка у сторожа, да, когда отпугивают волков ночью, да. Да, Марина? Еще под ним можно петь. Да, они могут служить как аккомпанемент для песен, да, Эрика? Например, на каких-то праздниках там поиграть, чтобы потанцевали. Чтобы было весело. Хорошо. Разобрались, для чего могут существовать музыкальные инструменты народные, а теперь давайте с ними знакомиться. Так как у нас урок музыкальной литературы, то, естественно, мы с вами будем их классифицировать. Итак, начнем мы, наверное, с инструментов, которые будем называть условно группой
хордофоны. В математике, еще где-то, в биологии вы будете сталкиваться с этим. Хорда – это струна, а фон, вы знаете, это что? Звук. Звук. Итак, получается, хордофон, значит, звук, который извлекается из струны. То есть мы по-другому назовем струнные инструменты, конечно, совершенно верно. Вот среди хордофонов самый, наверное, интересный и самый известный инструмент в Коми Республике – это инструмент, который называется щигудек. Вы помните, как пишется вот так. А читается по коме правильно, да? Не си, а щи. И вот эту букву тоже не забываем. Как эта буква правильно читается? И получается щигудек. Да? Это струнный инструмент очень интересный. Это книжка «Коми народные инструменты». И здесь я приготовила одну закладочку, чтобы показать вам, что такое щигудек. Я специально обращаю ваше внимание на эту книжку, потому что когда вы будете готовить наше творческое домашнее задание, вы будете пользоваться этой книжкой. Она у нас есть в библиотеке. Вы ее возьмете, посмотрите, поищите и выберете себе инструмент, который больше всего понравился. И по этому инструменту вы будете готовить маленькую творческую работу, но об этом позже. Посмотрите, что такое щигудек. Это струнный инструмент. На что он похож? На скрипку. Может быть, немножко похож на скрипку. Да. Здесь такие, в общем, довольно интересные, да, есть долбленные щигутки, то есть берут деревянный корпус и долбят. А есть щигутки. Здесь гриф, конечно же, изготовлен из дерева, натянуты струны, естественно, но сам корпус сделан не деревянный. Очень часто в коми-деревнях использовали какие-нибудь коробочки. Эта коробочка могла быть металлическая, из-под какого-нибудь заморского печенья, например. Вот. Или какая-нибудь коробочка другая, может быть даже деревянная, но изготовленная не специально для этого инструмента, а для каких-то других целей. Так вот, эту коробочку прикрепляли к грифу, натягивали струны и потом играли, правда, вы абсолютно правы, потому что я вам показала, что здесь происходит. Играли, правда, вы как на скрипке, смычком. Это струнно-смычковый инструмент, не щипковый. И вот это интересно, потому что у щигутка очень звук не яркий, не сильный, но очень своеобразный. Вот сейчас я вам поставлю запись, уникальную запись, с которой поделилась со мной Мария Вячеславовна Кузьбожева, наш директор. Она много лет занимается культурой коми-народа. Диск, в котором собраны образцы древнего коми-фольклора, старинного. Уникальный музыкант нашей республики Михаил Николаевич Бурдин. Он много лет собирал фольклор. Он создавал фольклорные ансамбли, которые исполняли настоящие народные песни, играли на настоящих народных инструментах, сами их изготавливали, привозили откуда-то. Но при этом он всю жизнь мечтал осовременить коми-музыку, может быть, даже создать коми-рок. И вы знаете, вот в какой-то момент у него это получилось. Его коллектив называется «Зарни Ань», и они записали... Кто переведет «Зарни Ань»? Конечно, «Золотая женщина». Это древний символ плодородия, красоты, богиня коми-земли, «Золотая женщина». Совершенно верно. И вот этот коллектив записал замечательный диск, в котором соединил и коми-народные инструменты, и коми-напевы, и коми-песни, и какие-то древние звучания. А очень часто инструменты, мы с вами еще об этом будем говорить, звукоподражательные, да, изображающие лес, звуки леса. И вот здесь вы услышите и современные инструменты, современные мотивы, современные техники письма.
Чтобы сохранить старинное искусство, чтобы сохранить древнюю культуру, нужно не только сохранять народные инструменты и не только их сохранять в том исконном виде, в котором они есть, но и, конечно, развивать, и, конечно, вносить в эту культуру, может быть, что-то современное, потому что вот благодаря таким людям она не умирает, и она живет дальше. Итак, мы сегодня продолжаем говорить о коме народных инструментах и одновременно о музыкантах-профессионалах, которые также важны для Республики Коми, как и сохранение старых традиций. Инструмент брунга, который вы сами поищите и посмотрите. Очень интересный инструмент. Он вообще-то считается не совсем струнным. Вот что интересно с брунганом. Он вообще-то считается ударным. И если вы зайдете в наш класс ударных инструментов, пусть вас Сережа сводит туда на экскурсию и попросит Александра Николаевича помочь. Вы видите брунган? У нас есть настоящий брунган. Это очень большой инструмент, напоминающий, может быть, издалека большие-большие гусли. На большом корпусе натянуто несколько толстых струн, и их не щиплют, как на гуслях, а по ним стучат палочками, молоточками по ним стучат, и получается очень интересный звук. Но я вам не буду сегодня его показывать. Следующая группа инструментов – аэрофоны. Угу. Как вы думаете, что такое аэрофон? Аэро. Что вам напоминает? Воздух. Аэро – это воздух, конечно. Духовые. Конечно, совершенно верно. Аэрофон, духовые инструменты. Вот здесь огромное разнообразие. Как в каждом народе есть различные дудочки. И начну я с того, что покажу вам пеллен. Посмотрите, вот эти пеллены соединены в две трубочки, такие большие. Есть еще больше, еще более крупные. Вот, например, такие. Посмотрите. Да, есть еще больше. Давайте я буду потихонечку вам передавать, чтобы вы их подержали в руках. Делаются из бересты, как вы видите. Соединяются трубочки, только очень аккуратно. Это очень ценные инструменты. Так они и называются. Квайта-пеллен. Запишите себе. Квайта-пеллен. Вот есть всего несколько видов. Есть просто пеллен, когда дудочки могут быть одна, две, три, одноствольная, двуствольная, там, трехствольная. В принципе, их сильно не различают, 4 даже. А вот квайта-пеллен считается уже другой разновидностью, уже более интересно. На них может прозвучать мелодия. Передавайте, посмотрите, как они звучат. И не забывайте, пожалуйста, что когда мы видим вот такие флейты, это флейта, на которой можно разные звуки играть в разные стволы, да? И она прижимается В губе. к губе, да, прижимается к губе, и только тогда извлекается звук. Попробуйте тихонечко одну, другую, третью. Вот еще пеллены. Смотрите, какие мелкие. Называются они чипсоны. Наверное, вы уже сталкивались, уже видели. Чипсоны. Это трубочки совсем маленькие. Эти трубочки соединяются по 3, по 4, по 5, могут по 2. И эти трубочки очень легко изготавливаются, не обязательно из бересты. Их очень часто берут просто из толстых травянистых растений, просто срезают эти трубочки от одного коленца до другого. А знаете, в коленцах там же перемычки, вот, и это очень удобно. И вот их срезают и соединяют. Здесь сделано из бересты. Чипсоны используют в разных исполнителей, разные исполнители. И чипсоны вообще очень любят и коми-композиторы, и коми-ансамбли, потому что удобно, легко, быстро взял, звучит очень здорово. Можно играть на одном инструменте, можно играть на целом оркестре инструментов. В общем, это очень интересно. Можно строить многоголосие. Это вообще потрясающе. Мы сейчас с вами увидим танец с чипсонами, который исполняет ансамбль
Асьякэ, вы знаете, государственный ансамбль Республики Коми Асьякэ создан для того, чтобы сохранять традиции, приумножать, развивать и так далее. Когда-то в 60-е годы Прометей Чисталев, давайте запишем это имя, наш один из самых выдающихся композиторов Республики Коми. Итак, Прометей Чисталев, наш известнейший коми-композитор, один из первых, кто создавал Союз композиторов Республики Коми. Это был человек, который всю жизнь собирал коми-народные инструменты, всю жизнь ездил по деревням. Он нашел такой удивительный ансамбль, который называется «Чернышские чипсонистки». А кто-нибудь есть из Обьячева? Да. Это рядом. Черныш, это рядом с Обьячево. Так вот, в этой деревне Черныш, в Обьячево, была целая группа женщин, которые играли потрясающе на чипсонах. И этот ансамбль он вывозил не только в Москву, показывал нашу республику, но и за границу. Этот ансамбль знают теперь во всем мире. И это все начал изучать Прометей Чисталев. Так вот, Прометей Чисталев собрал эти инструменты и привез в Сыктывкар. А в Сыктывкаре нашелся потрясающий художник, и нашлись его продолжатели, которые стали изготавливать эти инструменты прямо здесь. И ансамбль Асьякэ заказал художникам группу таких инструментов. Эти инструменты были изготовлены, и подготовлена целая новая программа с народными коми-инструментами в ансамбле Асьякэ. Вот пару фрагментов я вам покажу. Смотрите, ребята, мужчины играют на более крупных пеленах, а женщины чипсами. Это чипсами. Это что за инструменты? Ударные, конечно, ударные инструменты. Не спешите, мы их немножко по-другому назовем. Запишем в тетрадь, не спешите записывать. Всем раздали так называемые постучалочки. И вот теперь с этими постучалочками и с многими другими ударами будет большая вокально-хореографическая композиция. Посмотрите, сколько ударных идут навстречу. И трещотки, и посмотрите разные инструменты сейчас. Все вместе. Балет вышел.
Теперь давайте запишем основные названия ударных инструментов. Вот это, помните, кто там из вас говорил, что колотушка? Было такое дело? Да, было. Было такое дело. Колотушка, а по коме будет называться течкача. Вы уже встречались с этим инструментом, да? Она очень громкая. Вечером сторожа ходили, действительно пугали диких зверей, чтобы они не заходили в деревню. А следующий инструмент? Чарган. Вы помните правила коми-языка, да? Записывается через букву «С», «Я», а читается «Ща». Конечно, смягчается буква «С». Совершенно верно. Записали чарган. А вот этот инструмент, вот она, эта постучалочка. Ее можно, более жесткий звук получается, и более легкий звук, когда просто не ударяешь ни почему. Помните, у мужчин были такие штуки, одевается на шею, и называется это пу-барабан, конечно. Почему? Что такое пу? Пу – это деревянный барабан, конечно. Есть еще такой инструмент очень интересный. И название у него интересное. Вы, наверное, мне скажете, почему он так называется. Мурзур. Как будто, знаете, Как будто бы да, как будто бы, во-первых. Во-вторых, он чисто звукоизобразительный. Звуки леса, правда? Как будто бы скрипят деревья, или кто-то рычит, не знаю. Или мурчит, действительно. Ну и вот такой инструмент тоже похожий. В русском по-русски он называется врубель. Тоже такие рычащие звуки. Еще. Ну, немножко другой формы. Вот еще. Сейчас все вам раздам потихонечку, каждому передавайте. Каждому передавайте. Знаете, что это так называется? Потому что у нас в гимназии ансамбль зюзю, правда? Посмотрите еще на один инструмент. Внутри, да, коробочки, такой берестяной коробочки или любой деревянной, собраны что? Какие-нибудь крупа. Да, крупа, орешки и так далее. И оно ощущение, что оно шуршит. Красиво? Да. Держи, Карина. А, у тебя пелен? Ну, хорошо. Давайте поменяемся. Держи, Настя. Все приготовили свои инструменты. А теперь давайте попробуем не сильно гремя, попробуем все тихонечко на них сыграть, чтобы получилось хоть что-то приличное. Попробуем поимпровизировать, да? Поехали. Спасибо, молодцы, здорово. А теперь давайте классифицируем ударные инструменты и назовем их общей группой. Идиофоны. Это для вас сегодня новое слово. Идиофоны. Все ударные инструменты называются идиофоны. Называются аэрофоны. Легко запомнить, конечно. Почти как аэрофлот. А как называются струнные? Кордофоны. А как называются ударные? Идиофоны. Все, запомнили, молодцы. Ну а теперь перейдем к исполнителям, профессионалам Республики Коми. И я чуть-чуть хочу вас познакомить с несколькими фамилиями.
Сначала послушаем аудиозапись. Я напомню вам о вашем преподавателе балалайки. Вот это выдающийся балалайшник Республики Коми. И, кстати, два будет играть эту знаменитую вещь. Будут играть Владимир Шиболкин, помните такого нашего преподавателя, и Михаил Бурдин, тот, который потом создал ансамбль «Зарни Ань», про который я вам сегодня... Якова Перепелицы. Это первый председатель Союза композиторов Республики Коми. Яркую палитру ударных инструментов классических, которые использованы в Коми национальном ансамбле. Итак, ансамбль «Асеркер». Вы знаете, это высокопрофессиональный ансамбль, который сохраняет традиции Республики Коми. Для него пишут многие профессиональные композиторы и Республики Коми, и не только. И ансамбль «Асеркер» совсем недавно носит имя Виктора Петровича Морозова. Это был художественный руководитель, на протяжении многих лет был художественный руководитель ансамбля «Асеркер», и он, конечно, принес в ансамбль очень много нового, очень много новаторского, и создал какие-то целые сказки, спектакли, и, в общем, потрясающие вещи делал, в том числе сочинял очень много музыки для тех инструментов и для тех исполнителей, кто есть в ансамбле. Так вот, в какой-то момент в ансамбле появился молодой исполнитель на ударных инструментах с классической школой оркестровой Александр Титаренко. Потом он стал дирижером оркестра, а сегодня он уже художественный руководитель этого ансамбля. Но еще в те времена, когда он только появился, и вместе с ним очень часто выступал Сергей Фещенко, который сейчас тоже работает в Государственном театре оперы и балета. Когда они сходились вместе, два ударника, у них получалась очень интересная палитра звуков. И я хочу вам напоследок, завершая наш урок, показать, как профессиональные исполнители обогащают, как профессиональные композиторы обогащают культуру нашего края. Александр Титаренко и Сергей Фещенко исполняют произведение, которое написал специально для них, владеющих многими ударными инструментами, Виктор Морозов. «Тундра в лучах солнца».
завершая сегодняшнее занятие, я хочу дать вам домашнее задание. Творческое домашнее задание. Записываем его, как обычно, в наших окошечках. Подготовить маленький доклад и оформить красивую открытку о музыкальных инструментах Республики Коми. На сегодняшний момент о народных инструментах. Вы можете взять книгу, которую я вам показывала в библиотеке, на первую страничку открытки, да, как бы на обложку открытки перерисовать инструмент или сфотографировать его красиво. Может быть, в интернете вы что-то найдете, да? На обложку вы сделаете инструмент, а внутри этой открыточки вы напишите информацию об этом инструменте. Но это будет не просто письменная и изобразительная работа. Вы ее внимательно почитаете, вы ее внимательно осознаете и придете на урок, и каждый будет показывать свой инструмент, и каждый будет о нем рассказывать. Хорошо? Будете приходить сюда. Вот, и мы таким образом вспомним еще раз Коми народные инструменты, ну и вы попробуйте заняться маленькой исследовательской работой. Поищите, поспрашивайте, поинтересуйтесь. Хорошо? Вот это домашнее задание. Я жду вас на следующем уроке. Всего вам доброго. До свидания.